Амчебеж ахарук шарахине ту санакха, а спорт жабеж пашер дыррей рамтоп. Абдира шумаза телехопштша, а эфирах надыратара спорта дуне сарауям ябгай хасида сагариепхам. Уже языркячнам, а программа злащив кулуш сырдырует. Апсна паралимпиад пейлака хантыве, Леон Цвичба и Усура Айхшала Кайцейт. А хоть ты шапулам пол, хафа шартба, уграхнергой, дача знахки урт рейхтера курыла. Уха азчылам харазышташа тема куам пишашмыжын. Апсны шапсас безазыхацуй Владимир Абодин и пстаза разыгезди за щапылом пылауп ярый казараневский спортсмен шарица адзарича зикует. А каршук сейрылык дзына Абодина команда хоч бакау ешхейт. Ехя хахочты щапылом пыл айз хазыгеракна хаусура ко матчем куйме пигойт. Машкта хазыка зарад процесс яхнарбет Владимир Абодина спортсмен шаракиму абзебара шак шамам. Шак хопшуй ансамтача. На тренировке друг друга не трогаем. Вине же шуксацует апсны чапсаз безазыхацуй Владимир Абодин щапылом пыласвитша чара трейца ядзуишти. Ярый хатат щапылом пыласвен арат мадзурахи ипханза Владимира Усиуан сухум прибор хазавадыкнам яра вакаге хечка за щапылом пыл командас духмаруан. Тук кулон апсны кырттулы рапхих коргаразым тайцлабра корыкна. Динамо геолог чайка уха команда кожпак рыхтела духмаруан. Апсны чемпионат крыкна грихам пыл котазырша за щапылом После армии придя в 2021 год попал за команду Сухум-Прибор, и оттуда уже пошла футбольная деятельность. Волга-Ульяновск, здесь абхазские команды, первенство Грузии, немного игр за Динамо Сухуми. Ну вот такая футбольная карьера. Когда пришло нам 35 лет, мои друзья, такие же как и я, с кем я вместе играл, дружил и до сих пор дружим, появился мини-футбол. И чтобы продолжить свой футбольный век, мы перешли на мини-футбол. Обком комсомола нам помогал, курировал нас, помогал финансово, отправлял на чемпионат СССР, чемпионат Грузии мы участвовали. Хороший футбол показывали. Всем было уже от 35 до 40, но любовь к футболу брала свое, и мы бегали, носились, как маленькие дети. Так что мне 71 год, а я еще бегаю и не наигрался футболом. Владимир Абодин щапылом палахима забзия бараха кама мастуи обзорана азыкацуй зана талихует. Уй ягиюкчует ядзует апсны уян тацит сырдырва щапылом паласуйча Русланы Бисланы Аджинджела. Усфанпи амтаза апсу щапылом паласуйча карпейз гуа команда хяпхера рырту ялагейт. Аха политика птактасра койрахкана уах якумшвейт. Наша команда с судоремонтного завода, тренер уехал по своим делам. И говорит, и меня не будет 2 недели, отдыхайте. Мы говорим, как отдыхать? Хотим бегать, тренироваться, первенство идет Абхазии. А кто, говорит, будет тренировать? Я говорю, если хотите, я потренирую, если ребята согласятся. Ребята говорят, Володя, давай, мы тебе поможем. Я провел тренировку, они говорят, молодец, у тебя здорово получается, тебе надо быть тренером. А время, я же говорю, уже 35, футбол надо было бросать. Перешел, вместе с другом окончили Донецкий университет футбола. Получили футбольное образование, приступили к работе. Была такая в Сухуми до войны школа футбола. Вот в этой школе в футболе начал свою деятельность. Тренировки проводил в 12-й школе. А каким было ваше самое большое или самое важное достижение в качестве футбольного тренера? Ой, это был у детей 74-го года рождения. 80-е годы мои мальчишки выиграли, представляли нашу завод газовой аппаратуры, выиграли Кубок Абхазии у взрослых. Это школьники были, вот эти вот самый мой первый выпуск. И в этот же год мы стали вторыми призерами чемпионата Грузии. Там, где Торпедо Кутаиси играет, Динамо Тбилиси играет, 35-я Тбилисская школа играла. Было очень много хороших, но мы оказались в спортивном мире, говорили, первое место тбилиссам, а все остальное, за что хотите, деритесь. Так что у них невозможно выиграть, было первое место. Если дети проигрывали, то вступали какие-то наказания, какие-то отборы очков, но только лишь бы тбилисцы были, потому что им было стыдно проигрывать периферии.
Иахьатәи аамҭазы Владимир Абодин иазыҟаиҵоит ареспубликатә хәыҷтәы қәыԥш спортшкол иаднакыло ахәыҷқәа. Урҭ ҩнызқьи жәохә, ҩнызқьи жәаф шықәсқәа рзы ииз ашьапылампыл асҩцәа роуп. Дара алахәуп Аԥсны аҩнуҵаҟа имҩаԥысуа аицлабрақәа инарҷыданы, аҳәан арстәиқәагьы. Я сам захотел. Вот посмотрел один матч и захотел. Сколько лет занимаешься? 3 года. Запомнился мяч, когда мы выиграли Юнити, когда только Валентинович первый раз к нам пришел, с ним турнир, когда первый был, мы выиграли 14-5. Вот этот помню турнир. Я посмотрел матч, который мне очень понравился, и захотел тоже. Я в дальнейшем хочу играть в футбол. За ЦСКА. Мы работаем на ударах и на быстрость. Какой у тебя тренер строгий? Давай немного о тренере поговорим. Он строгий вечно. Когда мы что-то делаем, у нас садит вон туда, и потом мы всю тренировку там сидим, кто плохо ведет. Ну, мы ехали в Сочи, там мы заняли 4 место. Были на турнире в Сочах, играли на олимпийской какой-то базе, там хорошие поля, много качественных полей. Детский турнир прошел. Из 8 команд мы заняли 4 место. Единственное, что мне понравилось, это вот за последние 9 лет республиканская спортшкола обеспечила деньгами, и дети поехали за счет спортшколы. А до этого мы все время ездили. Вот мячи, что вы видите, это родители покупают, форму родители покупают, все за счет родителей идет. Владимир Абодин иазгәеиҭеит иахьа Аԥсны аипроблема хаданы ишҳамоу ҳаӡбаҩцәа рзымхара. Макьана ари азҵаара ӡбамкәа инхоит. Иара убасгьы Абодин иҳәеит ахәыҷтәы шьапылампылтә чемпионат ахьымҩаԥысуа аҳҭнықалақь аҟноуп ҳәа. Аԥсны ахәыҷтәы шьапылампыл аҿы иареи ҳаларҵәареи рзы ихымԥадатәиуп Турцыԥхьаӡа егьырҭ араионқәа рҟны ахәмарақәа рымҩаԥгара ҳәа азгәеиҭеит Абодин. На данный момент в Абхазии нету ни одного, ни детского, ни взрослого судьи, который бы мог бы судить. И дело не в том, что они не знают правила или нет. Они не хотят. Потому что наши амбициозные граждане могут с поля заругать на любой мотив. А это обидно. Это надо или драться этому судье, или он кого-то побьет, или его побьют. На данный момент Федерация футбола проводит детские чемпионаты, которые... Вот сейчас они начались, уже первые игры. Единственная вся беда в том, что все приезжают в Сухум, все города, районы приезжают в Сухум и здесь играют. На месте, а потом обратно едут. Это проблемы в денежном эквиваленте питания никто не дает, кроме родителей. Ребенок играет, он заинтересован. А мы 3-й год играем, у нас нету ни кубков, ни медалей, ничего. Зачем тогда взрослым дают? Детям не могут это дать, а взрослым кубок дают, медали дают, чтобы взрослые больше радовались, чем дети. У них такое же первенство, для них это маленький чемпионат мира. Владимир Абодин далацәажәеит ҳара ишҳамоу республикатә стадион аха уаҟа макьана зыҟаҵара азин ҳамам ҳәа. Избан иақәнаго аҭыԥ анҳамоу ҳадәы маҷ аҟны ҳазыҟаҵарақәа зымҩаԥааго. Он оброс всеми магазинами, станциями техобслуживания, пацхами. А поле стоит пустое, никто на нем не бегает. Что для детей, что если они там, вот он будет стоять закрытый, он всем нужен. Но если придет ребенок поиграть, 1500, мы на хозобеспечении. Тогда снимите тогда это хозобеспечение, отдайте его народу. Его никто не строил, его правительство построило для людей, для народа. А из него сделали цех, чтобы оттуда вытаскивать деньги. Это первое, что надо сделать. Вот эти площадки, посмотрите на них, вот посмотрите, какие железки торчат. Да не дай бог, я вот каждый день здесь молюсь, чтобы ребенок не ударился. Правительство наше надо запустить, постараться запустить республиканский стадион. Там, где садился во время войны сам вертолет, там 2 поля тренировочных. Да мы отсюда уйдем туда с удовольствием, если там все будет. И водичка, и раздевалка, и зимой это можно будет. А здесь от зимой некуда спрятаться. Ребенок переодеться, он там стоит, заходит под деревья, что-то делает. В туалет элементарно некуда ребенку пойти.
Иқәрашыҟоугьы Владимир Абодин мышк-зыҟаҵарак бжьаижьуам. Аҭакԥхықәра ду зду ламыслаз ус иазнеиуа профессионалуп. Ашьапылампыласҩцәа реиҵааӡара аҟны дазыҟаҵаҩуп, дагьԥсихологуп. Иара ихықәкы ахәыҷқәа ашьапылампыласра иазҟазамхаргьы ҳаԥхьаҟа зыԥсадгьыл иаԥсоу згәы цқьо ҳаҿар раӡароуп. Дети сами по себе, они как бы комнатные, я их называю тепличные. У них нету... Вот пацан должен быть пацаном. Пацан должен быть дерзкий. Вот вышел на поле, он здесь должен, чтобы вот этот ковер порвался от его скорости, от его быстроты, что он хочет гол забить. Нынешнее поколение, вот именно вот сейчас нынешнее, они какие-то заторможенные. Они думают побежать. А детки, кстати, вас очень любят, и родители очень тепло отзываются. А почему не будут? Посмотрите, какой симпатичный дядька. Как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, как бы правильно. Я думаю, это итог работы. Что я задержался в этом футболе, мне уже 71 год, а я еще в нем. Значит, я на своем месте, наверное. Самое главное, что мне это нравится. Мне нравится вот с этой мелким народом общаться, поставить их на пользу дела. Что, по вашему опыту, делает футболиста отличным игроком? Дисциплина. В первую очередь. Отказ от всех анаболиков, или как их там правильно, это сигареты, водка и все остальное прочее. Есть такие примеры, как великий Марадона, оказывается, был наркоманом. Это тот, который публично все видели, какой он и что с ним стало. Я думаю, вот эти факторы. Но спорт такая штука. Это сейчас не спорт, это уже бизнес, где большие деньги ломают людей. Они сходят с дороги, они ночами не спят, гуляют. А потом приходят и говорят, да, плохо поиграл, потому что командный вид спорта любит, чтобы вся команда, чтобы 18 человек дышали одним воздухом, дышали в унисон, разговаривали и понимали, для чего они собрались. Анаҩстәи анҵамҭа изку Ԥҭхеи-Гвандо за Дунеи Европы урыстәылаҩ чемпион Леон Ҵәыџьба. Иара шықәсык ибжак инарыцны Аԥсны апаралимпиатә еилагын аԥхгара аиҭоит. Убри аамҭа иалагӡаны Леон имаҷымкәа аусурақәа мҩаԥигахьеит. Урҭ иарбанқәо шықәсыктәи усура аихшьала ҟаиҵеит. Абарҭқәа зегьы еилылкаауан сколлега Адица Сахариаԥҳа. Тхэквондо Аԥсны Урыстәылеи зҽаԥсазтәыз аспорт азҟаза тхэквондо амаҟа еиқәаҵәа актәи адан, карате киокушинкаи амаҟа еиқәаҵәа актәи адан, тхэквондо адунеи ачемпион, изныкымкәа карате киокушини рзы Урыстәылеи Европеи рчемпион, ҩажәижәаба шықәса ирҭагыло Леон Ҵәыџьба ирҿиаратә мҩа иациҵоит иахьагьы. Леон исспорт ԥсҭазаара ахациркит хәышықәсаны ихыҵуаз. Аспортсмен қәыԥш аҟыбаҩ ҷыда идызбалаз азыҟаҵаҩ Витали Ҷыҭанаа аус идулара далагеит. Аспортсмен қәыԥш игәы ацԥаҳәаны есыҽны аҽазыҟаҵарақәа дырхысуан. Аамҭа кьаҿ иалагӡаны еихеиҳаз идыррақәа ихы иархәаны аҳәаанырцәтәи атурнирқәа рҟны дықәгыло далагеит. Аихьӡара бзиақәагьы ааирԥшуан. Первый учитель и наставник был Виталик Читунова. Вот мы пришли тогда в спортзал, начали заниматься. И первые прогрессы были, и он увидел во мне то, что говорю, то, что правая рука это как копье. До этого я занимался вот именно киокушином, это полноконтактный вид спорта. Были очень многие трудности именно в плане тренировок, но с дальнейшим временем мы их переступали и шли к новым развитиям и победам. Анаҩс Леон диабадыруеит Аԥсныҟа иааз Урыстәыла аспорт азҟаза Евгений Головихин. Реишьцәажәара иацҵо азыҟаҵаҩ Леон идигалеит дицны Урыстәылаҟа дцарц ирҿиаратә мҩа аизырҳаразы. Помню, это было в сентябре, когда я туда прилетел, там уже только-только начинался снег. Так и началась именно спортивная карьера по тэквондо. И дальше уже были чемпионаты России, международные турниры. И дальнейшие турниры уже были чемпионаты Европы и мира. Также мы готовились на Олимпийские игры, но, к сожалению, нас не допустили. Меня не допустили так, как у меня открытая группа, квалификация, кусок кисти, который подтверждает то, что как международная комиссия утвердила, то, что мы не инвалиды. Мы надежду не теряли о развитии спорта, мы дальше также занимались, но уже спустя определенное время мы позанимались в Сочи у Бадаляна Вадима Иноковича, после чего уехали в Санкт-Петербург. В Сочи мы тоже немало результатов сделали за Краснодарский край, именно становились 3-4 раза чемпионами России.
И также выезжали на многие международные и региональные турниры. Вот когда тебя объявили чемпионом мира, какие у тебя были эмоции, вот первые ощущения? Так, это проходило в Москве, в Крылатском у нас. До этого у нас был очень сильный подготовительный этап сборов. Мы прошли 3 этапа сборов. У меня еще была весогонка тогда в 61 килограмм. Если честно, это очень сложно, когда ты начинаешь сушить мышцы. Были очень сложные этапы, но это все стоило того, чтобы встать на пьедестал. Ҩнызқь жәашықәсазы аамҭала Санкт-Петербургҟа ицаз аспортсмен қәыԥш Леон иҟазареи идырреи ирыциҵон ҩышықәса рыҩнуҵаҟа. Изыҟаҵарақәа инарымаданы аспортсмен аус иуан. Уаҟа Леон диабадырит Архилес Сократ-иԥа. Дара еибырҳәоит Аԥсны апаралимпиатә комитет аиҿкаара. Рыгәҭакгьы нарыгӡоит. Первое время я заинтересовался, начал когда более углубляться, познакомился еще с ребятами в Санкт-Петербурге, кто также занимается именно паралимпийским движением. Также оказались общие друзья, кто был знаком с Архилесом Сократовичем, сказали то, что отличная идея. И я приехал сюда, и мы начали развивать паралимпийское движение. У нас возникла идея, дальше мы ее осуществили. И на протяжении уже 1,5 года мы занимаемся именно развитием паралимпийского спорта у нас в республике. Леон Ҭрыџьба Аԥсны апаралимпиатә еилакы напхгаҩыс иҟаҵаразы Аԥсны ахадара адгылара анаҭеит. Ҳаиҿцәажәараҿы Леон дазааҭгылеит шықәсык ибжак ирылагӡаны апаралимпиатә еилакы аиҵыҵреи аизарҳареи рзы иҟаҵо аусқәа ртәы. Когда первые этапы нашей работы начались, к нам приехала группа людей, 40 человек, которые проходили тренировочно-восстановительные этапы сборов прямо на берегу моря. Они попросили, мы им говорим, давайте мы разместим вас в гостиницах. Они сказали то, что не хотят гостиницы, так как хотят полевые условия. После чего были задействованы наши структуры, в том же числе Министерство обороны, МЧС. И спасибо большое на то время Александру Золотинсковичу, он также поддержал именно в этой идее. Аԥсны апаралимпиатә еилак аусура алҵшәа аиурц азы Урыстәыла апаралимпиатә еилакқәеи дареи анаҩстәи русеицуразы аиқәшаҳаҭрақәа рнапы аҵарҩит. Александром Стекольниковым были заключены договора, после чего наши ребята были приглашены на игры по спортивному ориентированию. Мы встречались с серебряным призером Олимпийских игр по волейболу Владимиром Панкратовым. Провели встречу, обсудили ряд вопросов касаемо именно паралимпийского волейбола у нас в Абхазии и его развития. Также у нас были выполнены работы касаемо заключения договоров с городом Санкт-Петербургом, с председателем Паралимпийского комитета Кутниковым Владимиром. Следующий этап работы был у нас заключен с приглашением на закрытие Паралимпийских игр, где мы встречались с Павлом Васильевичем Рожковым, кто председатель Паралимпийского комитета России. Он очень рад, что у нас есть в Абхазии Паралимпийский комитет. В дальнейшем приедут они сюда, проведут мастер-класс и будем обсуждать развитие дальнейшего паралимпийского движения у нас в Абхазии. Что касается ребят с ограниченными возможностями, но ребят сильные духом, я это знаю, и физически подготовленные, вы им даете возможность принимать участие на тех или иных соревнованиях. Это тоже дорого стоит. Мне хотелось бы поподробнее узнать, что касается парусного спорта. Есть ли договоренности с Федерацией парусного спорта, то если есть, то хотел бы от вас это услышать. Мы непосредственно с Паралимпийским комитетом города Санкт-Петербург обсудили ряд этих вопросов. Они с удовольствием приедут и проведут нам мастер-класс касаемо этого вопроса. Иҳаҩсыз ашықәсазы зымахазышьаха еибгам аспортсменцәа Урыстәыла чемпионат аҽалархәразы азыҟаҵаратә еизгарақәа ирхысит Аԥсны. Вот, приезжали ребята с Донецкой Народной Республики, проходили тренировочные этапы сборов. Почему они готовились на чемпионат России и показали хорошие результаты. Я лично проходил именно семинар, ознакомился с ним, был с ребятами. Также мы провели мастер-класс, показали им о деятельности тэквондо и пара-тэквондо, именно систему их работы. Многим ребятам понравилось, у кого-то получалось. Леон, в сентябре прошлого года из 12 регионов России в Абхазию приехали ампутанты, колясочники. Вот вы разбили им лагерь на берегу моря. Расскажи, как это происходило и что вы проводили здесь. В сентябре к нам приехали ребята в численности 40 человек. Из них было 20 человек колясочников, 20 человек с нарушением опорно-двигательного аппарата, плюс еще сопровождающие. Они хотели провести здесь тренировочно
спасательно-восстановительный сбор прямо на берегу моря в условиях полевых, чтобы были палатки. Нам предоставили эти все удобства благодаря Александру Золотинсковичу Анквабу, также благодаря министру обороны. Огромное им спасибо за поддержку, которую они оказали. Также спасибо большое за поддержку ветеранам Осману Ханагуа, Осману Бхазаря. Им огромное спасибо, потому что они выделили здесь нам землю, оказали поддержку в плане света, проведения воды и всех остальных удобств, которые были им необходимы. Ребята оставились в положительном впечатлении о нашей республике. Вот в самом месте же здесь располагалась наша полевая палатка. Здесь был размещен лагерь. Спасибо именно Алхазу Хагушеву, потому что он выделил нам также палеты и коляски, благодаря чему мы смогли ребят доводить до моря, и они могли купаться. У нас также будут проводиться здесь сборы, семинары, чтобы наши ребята проводили именно тренировочно-подготовительные этапы восстановления с другими ребятами. Это самое важное общение, которое должно быть между ребятами, чтобы у них не было скованности. Аԥсуа спортсменцәа шәачаимҩа Слабрақәа ирылахәын уаҟадара иаадырԥшит аҟазара бзиа. Ҳтәылаҟны зымахазышьа ханаӡамызк зхыҵуа ахәыҷқәа инадыркны ҩажәижәаба шықәса зхыҵуа рҿынӡа абаҩырҵәыратә реабилитациа иахлыжьуеит. Ҩажәихԥа шықәса зыԥсҭазаара имариам аус иадызҳәалаз аҳақьым ареабилитолог Виолетта Гагулья. В этом году вот мы поехали в Сочи на соревнования по спортивному ориентированию. Для наших детей это было впервые, честно говоря, для меня это было впервые, чтобы наши дети участвовали в каких-то соревнованиях. Но помимо того, что массу положительных эмоций получили дети, это и общение, это и выход и знакомство с другими людьми. Они увидели разные формы инвалидности людей. Когда ты закрываешься в своем мире, мы говорим сейчас про Абхазию, да, им кажется, что только он со своей проблемой, да, ребенок. Я очень благодарна судьбе, что вот я познакомилась с Леоном Цвишма, это председатель Паралимпийского комитета. Необыкновенной души парень. На Новый год он нам помощь оказал, приходит постоянно, поддерживает детей. Вы знаете, это такой стимул для наших детей. И сейчас то, что мы начинаем, мои детки уже с удовольствием, они все время говорят, а у нас других соревнований не будет. Я вот уже сказала, что сейчас у нас другие какие-то соревнования будут. Надеюсь, что эта работа у нас будет продолжаться. Надеюсь, что мы будем выезжать, и государство будет помогать. Леон Цвичба иначно иазгәеиҭеит зылшара қәыԥқәа аспортсменцәа иҷыдала ишрызнеитәу. Аус рыдызулаша специалистцәа ҳтәылаҟны ишыҟам. Урҭ раагаразы Урыстәылатәи акомитетқәа жәпаки дареи аиҿцәажәарақәа мҩаԥыргахьеит. Ребята, паралимпийцев с разными нарушениями, кто ампутант, кто с нарушением опорно-двигательных аппаратов идет. У нас не хватает именно специалистов по спортивной деятельности. Мы заключали договора, чтобы ребята приезжали, проводили мастер-классы, чтобы наши реабилитологи получали определенные знания именно в спортивной деятельности. Аҽазыҟаҵаратә уадақәа рызхом Леон апаралимпиатә хеилак иадҳәало аспортсменцәа иманы Урыстәыла еиуеиԥшым атурнирқәеи ачемпионатқәеи рахь дыцоит. Уаҟа дара аҟазаратә классқәа ирхысуеит. Уи дара рзы ԥышәа изарҳароуп ҳәа азгәеиҭоит Леон. В первую очередь нам нужен центр, чтобы мы могли собрать всех ребят в одном месте, потому что многие ребята находятся в Цандрибше, там Милана Ачба возглавляет центр по реабилитации с детьми. А также у нас в Сухуми есть Адли Баеснов возглавляет реабилитационный центр. Но в первую очередь нужен центр, где они будут находиться все вместе, чтобы мы совместно уже понимали, куда кого можно направлять. И чтобы у нас еще были специалисты касаемо разных дисциплин спорта. Леон Цвичба ирҿиаратә мҩа ҭоурых ҵаулоуп иацуԥхоз маӡам аспортсмен иџьабаа. Урыстәылеи адунеи акәакьқәеи жәпак рыҟны Леон иреиҳау атитулқәеи аҳаҭыртә бӷьыцқәеи дрыԥсахахьеит. Киокушин ахырхарҭала Леон дыԥхьаӡахеит ҩ-нызқьи жәахатәи ашықәсазы иреиӷьу спортсменны. Лучшим спортсменом 2013 года, да, это был хороший год. Мы в тот год сделали около 26 нокаутов, мы выезжали. Начиная с международных турниров и региональных, ездили очень много где. Это все было по Киокушину, тогда вот Виталий Читанава был наставником, и мы тогда добились очень больших результатов. После чего вот по Киокушину мы также поехали в Екатеринбург, где сдавали экзамен на черный пояс. Также Царство Небесное, был тогда еще жив Стив Арнелл,
кто возглавлял Федерацию Киокушина всего мира, также Дэвид Пихтов, его зам, после чего присутствовал Танюшкин, кто возглавляет Федерацию Киокушина в России, Меркулов, его же зам, и остальные уже ребята, которые занимаются. У нас там проходил семинар. Семинар вот был на самом деле сложный, сам экзамен на черный пояс, потому что он длился 5 часов. Мы провели 100 боев по 1 минуте. Ровно час мы дрались, нет, 60 боев, вернее, провели по 1 минуте, ровно час мы со всеми дрались. И работа должна была быть на технику. Это все длилось после того, как 4 часа экзамен сам шел. С белого пояса ты должен был сдавать кихонами, катами, принтраку и всей боевой техникой на черный пояс. И сразу тебе не озвучивают, сдал ли ты или нет. Это все происходит уже на банкете. И вот в 2014 году они вручили черный пояс. И мы вернулись сюда, в Абхазию, и познакомились уже в спортзале по кикбоксингу с Евгением Васильевичем Головехиным, который пригласил уже нас выступать именно по паралимпийцам. Также, да, уже экзамен у нас семинара проходил в Москве, мы сдавали именно на черный пояс уже по тэквондо. У нас также, да, имеется 2 пояса, один по киокушину, другой по тэквондо. Паралимпийский комитет федерация дахаргалет обрата хаглуб брина инапазкна дарацга джеба я дибала хатиш хусахс абри федерация убри аша кургала дара хочики одавин избана гузар ичкату бубурт изгана дарапшана ичкана убурт дара хочика джабар дибала хет наски азборах идук хацахет ара яит ибзурала ара греблена на байдарке гребес фахзайга хет абра ягана дара азборги мне пургахет гуя хона идичина гитсет абра хая нахза كرش كسويت التورنير فوتبوليست فان بوتانسر تورنير يشكاني حمو بيزيني كي احصد وبريجي برانس غدار تحابا غلو بيسش كسا تحابا غن اتخرا دوكي حيتود وبراجي ناس بطوله ناس يزنقوا يا وك امان دكوزي دار بطوي كرتو برجو نورستون بيايتا на كاتكو обряд сариску нас при паралимпийский комитет чадр халана убризи чиркартер тхуп айцлабраква сборква убраги тхадглоб хасубяна год تخيكواندو за амакай квадрак пиадан карате киокушина за амакай квадрак пиадан змоз паша хараква спортсмен Леон Тричба азин ютуб адунези гякна аззакацюс аусура. В это разрешение ты получаешь тогда, когда ты проходишь экзамен на черный пояс, когда вручают сертификат, потому что это огромный этап работы, который ты проходишь. И черный пояс дает понятие, то, что у человека есть базовые знания о развитии и деятельности этого искусства. Еще занимаюсь с детьми в детско-юношеской спортивной школе, где директором является Имухвария Татьяна. И ей огромное спасибо за ту деятельность, за то, что мы можем работать у них в спортзале, заниматься именно с детьми. Ҩажәиԥшьба шықәсеин еиԥынкыланы зыԥсҭазаара зегьы профессионалтә спорт иадызҳәалаз Леон иахьагьы иус иациҵоит. Профессионально спортом занимаюсь уже на протяжении 18 лет, как действующий спортсмен сборной России по паратэквондо. Побывали в разных регионах России, вообще мира, начиная от Турции, Молдавии, Северной Кореи. Так как я являюсь сам паралимпийцем, спортивная деятельность мне тоже необходима. Почему я называю спорт своей жизнью? Потому что благодаря спорту не идет полное атрофирование конечностей. Если перестаешь заниматься, конечность начинает усыхать и слабеют мышцы. И это вызывает атрофирование всей грудной мышцы. Вот утренняя твоя тренировка с чего начинается? Ну, утром у меня начинается, вот проснувшись, я пью стакан воды, дальше беру яйцо сырое, лимон и ложку меда. Все это смешиваю и пью. После чего одеваюсь и выбегаю на пробежку со своей собакой. Мы бежим где-то 2,5-3 километра. Этого хватает для того, чтобы размяться и разогреться. После чего начинается обычная стандартная разминка и уже отработка либо ударной техники, либо уже более силовые тренировки. Леон аррат уалԥшьаанак ӡараҟынтә ихы дақәиҭыртәит, аха спортсмен игәазыҳәарала аррат маҵура дахысуеит. Всю жизнь я мечтал пойти в армию, заниматься именно военной службой. Но, к сожалению, на определенное время мне, когда мы проходили, когда было 18 лет, сказала то, что идет отсутствие кисти, вы не допущены. Но мы с этим и смирились. Хочу сказать огромное спасибо Вове Анова, Пислану Свижба
И нашему президенту Аслану Георгиевичу Бжане, то, что он подписал резолюцию о допущении к воинской службе. Находился в мотострелковой дивизии Д-30. Рукопашному бою обучал курсантов, ребят, которые проходили курс молодого бойца. После того, как я прошел курс молодого бойца и воинскую службу, я поступил дальше на курсы офицера. Получили звание лейтенанта. Сейчас находимся в звании лейтенанта в запасе. Леон и усуре и спорт пстазары рнеус дрыжлым хауpa интересызцоу еуипшим а литература квам. Моя первая книжка — это Дейл Карнеги. Она очень интересная, определенные базовые азы, но также мы не останавливались на этапах. Читали «Путь к успеху» Бен Трейси, потом «Достижение максимума» также Бен Трейси, «4 вида любви» Михаил Литвак и разные, на самом деле, литературу, которую мы прочитываем. На данном этапе мы занимаемся сейчас чтением именно касаемо развития паралимпийского движения. Вот Архилес Сократович, его друзья сделали подарок, подарили книги. Леон Тричбейхат пстазара айпши будет обснызыма хазыша надзам а спортсменшей атыпан пева апсыры рыбстазара таглазаша айх прозахтулок на реабилитация центр аргыларам. Уй аус айчкара алыр шахарцазы сымчи сылшары срекзумха азгуйтойт Леон. Адица сагареб хакваста парле Камила Джапуа бхаджи далапианцамта аддырретара а спорт адунезам. Акарепсо телехопшча, а спорт обзебаются. Абартажа бычкорла еще кылан ехет пиха программа. Абзирас хайба бойтласы.